Далее представляем вашему вниманию брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в республике. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом за минувшие сутки и принимаемых мерах против инфекции. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о текущей эпидобстановке в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Оценивая санитарно-эпидемиологическую обстановку в республике, необходимо обратить внимание на то, что за последние сутки госпитализировано 88 человек, что составляет 6,2% от общего количества выявленных случаев на территории республики, которое составляет 1423 случая. За сутки 38,3 новых случаев заболеваний зарегистрировано в городе Якутске, 61,7 случаев зарегистрировано в районах республики. Во всех муниципальных образованиях соответствующая помощь оказывается как сотрудниками медицинских учреждений и соответствующие как лекарственные препараты, так и все необходимые медицинские назначения есть в каждом районе республики. Сегодня на 18 февраля в стационарах республики получают лечение 7,2% больных, в амбулаторных условиях больных значительно больше, 92,8%. Хочу обратить внимание на амбулаторное лечение наших пациентов. Граждане, те, которые непосредственно находясь на амбулаторном лечении, чувствуют определенного рода все-таки ухудшение состояния здоровья, то соответствующий сигнал для врача, с которым вы работаете, должен быть дан вовремя. До 40% случаев заболевания ковид связаны со штаммом Дельта, который вызывает в том числе и тяжелые заболевания. Поэтому на настоящий момент необходимо обратить внимание на то, что в Якутии циркулирует как дельта, так и омикрон. И, соответственно, все-таки ни в коем случае нельзя терять бдительности в части как соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, так и, соответственно, соблюдения дистанции, социальных контактов, если люди являются носителями того или иного заболевания. За сутки в республике выздоровело 3982 человека. Соответственно, количество выздоравливающих у нас находится примерно на таком количестве. Это прежде всего связано с тем, что в течение 10 дней назад, неделю назад было большое количество заболевших. Сегодня мы выписываем. Наши доктора, в общем-то, пожелав здоровья дальнейшего, гражданам говорят, что можете выходить на работу. И, соответственно, уже перестаете быть больными. Первым компонентом в республике привито 590 257 человек, это 82,3% взрослого населения республики. Необходимо обратить внимание на низкие темпы вакцинации в Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Алданском, Аймиконском районах и в городе Якутске. Здоровья всем! Спасибо за информацию. Это был брифинг по эпидобстановке в Якутии, а мы переходим к выпуску новостей. И вот основные темы. Сказ о проделанной работе. В Намском районе состоялся ежегодный отчет исполнительных органов. Временное сменяем на постоянное. Расскажем о переселении из ветхого жилья в Вилюйском районе. Освоение востребованных профессий. В Горном районе прошла онлайн-ярмарка учебных рабочих мест. Водолазы службы спасения с необходимым оборудованием вылетели на место провала большегруза под лед в Верхоянском районе республики. Напомним, 16 февраля в 10 километрах от села Асахтох на автосибнике Яна под лед провалился грузовой автомобиль МАЗ. Водитель самостоятельно выбрался из кабины и добрался до села Асахтох. Состояние его здоровья удовлетворительное. Предположительной причиной провала считается превышение максимально допустимой массы транспорта, допущенного для передвижения по автозимнику. На территории Якутии, по словам инфекционистов, все еще циркулирует штамм коронавируса Дельта. Он особо опасен для граждан, которые не получили вакцину от коронавируса. Учитывая, что болезнь штаммом Дельта протекает тяжело и сложно, это порой может привести к летальным исходам. С начала года из ковидных отделений больницы было выписано 842 человека и, к сожалению, было зарегистрировано 49 летальных исходов. Врачи-инфекционисты призывают жителей Якутии, которые все еще не получили вакцину от COVID-19, получить ее и этим самым сберечь свое здоровье. В нашу Якутскую республиканскую клиническую больницу ежедневно продолжают поступать пациенты с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции, в том числе и из улусов республики.
На сегодняшний день на стационарном лечении находятся 379 пациентов с диагнозом COVID-19, в их числе 45 беременных. Центр амбулаторной неотложной помощи в Центре спортивной подготовки «Триумф» в столице республики приостановит свою деятельность с 19 февраля в связи с сокращением числа посетителей. Он будет работать по 18 февраля включительно. Отметим, что с начала работы врачи центра приняли около 16 тысяч человек. Открытый 27 января по поручению главы Якутии Айсена Николаева центр позволил разгрузить работу амбулаторного звена системы здравоохранения Якутска, значительно снизив нагрузку отделений неотложной помощи поликлиник. Пациентам, обслуженным в «Триумфе» в последние дни, организуют аудиоконсультации врача поликлиники по месту жительства. В Намском районе состоялся ежегодный отчет исполнительных органов. Традиционно много вопросов прозвучало по линии сельского хозяйства и материальной поддержки граждан по действующим госпрограммам, о строительстве новых социальных проектов, а также о строительстве малых пожарных частей в труднодоступных местах. Также много вопросов поступило по развитию инженерной инфраструктуры, тепла, газа и водоснабжения населенных пунктов, мобильной связи и интернета. Одним из важных вопросов некоторых наслегов стоит вопрос, как выйти населенным пунктам из зоны затопления, строительства дамб и шлюзов. Всего от населения поступило около 200 вопросов. Население Намского района одобрило работу органов исполнительной власти республики за 2021 год. У нас второй год уже по ВКС проходят отчеты. Самое главное, Антонина Борисовна Винокурова, наш куратор, председатель Госкомиссии республики, она заранее подготавливается к этим отчетам, готовит министерство, и люди получают конкретные ответы на конкретные вопросы. К другим темам делегация Государственного собрания республики во главе с председателем Алексеем Еремеевым посетила обогатительную фабрику компании «Полиметалл» на Нежданинском месторождении в Тампонском районе Якутии. В ходе рабочего совещания в рамках визита на Нежданинское месторождение народных депутатов Якутии и членов регионального правительства был обсужден статус вопросов по реализации соглашения, подписанного между республикой и горнодобывающей компанией в конце 2020 года. В частности, речь идет о строительстве автозимника, продленного срока действия от села Тополиное Тампонского района до села Барылас Верхоянского района через месторождение «Прогноз». Напомним, строительство новой обогатительной фабрики компании «Полиметалл» на Нежданинском месторождении Тампонского района завершилось в 2021 году. 11 ноября состоялся официальный запуск фабрики производительностью более 5 тонн золота в год. После того, как этот инвестиционный проект выйдет на полную производственную мощность, мы те определенные налоговые льготы, которые дали законом Республики Саха-Якутия о налоговой политике, конечно, будем пересматривать. И республика заинтересована в том, чтобы здесь был эффективный, я еще раз подчеркиваю, хороший недропользователь, добывалось золото с учетом всех экологических требований федерального законодательства, нашего республиканского законодательства. Ну и поступали налоги в наш республиканский бюджет и, что немаловажно, бюджет Тампонского района. В поселке Кызыл-Сыр Вилюйского района 9 переселенцев из ветхого жилья получили ключи от новых квартир. Подробности в следующем сюжете. С 2019 года по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в поселке Кызыл-Сыр 34 семьи получили ключи от новых квартир. Ну а сегодня еще 9 новоселов заселились в новый дом, в том числе и Августина Пенькова. Я в Кызыл-Сыре проживаю с 2009 года. Раньше проживала по адресу улица Ленина, 15. И благодаря программе переселения из ветхого жилья вот сегодня получаем с соседями в совершенно новом доме новые квартиры. Я очень рада. Спасибо. И особенно мне значимо, это вдвойне радостно. Нынче у меня юбилейный год. Аварийного жилья в поселке еще много. Здесь почти каждые дома ветхие, деревянные, которые исчерпали эксплуатационный ресурс и не соответствуют санитарным нормам. Итак, по программе переселения в поселке осталось переселить еще 50 семей. Работа ведется, планово все идет. От графика администрация Кызыл-Сыра не остается. С районом нам помогает очень сильно, поэтому все взаимосвязано работает. И надеемся, что реализовать программу эту до конца будем успешно. В рамках этого мероприятия мы уже подготовили порядка около 25 домов для включения также в следующие этапы программ переселения.
Всего в районе по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья было переселено около 500 семей. До конца 2025 года район планирует переселить еще 143 семьи. Анна Васильева, Александра Хабчарова, Вилюйский улус. В Горном районе прошла онлайн-ярмарка учебных рабочих мест по проекту «Пуск». Флагманский проект по обучению местного населения стал одним из победителей конкурса грантов главы Якутии. Благодаря проекту в Горном районе свыше 30 человек бесплатно освоят одну из востребованных рабочих профессий – сварщик, бетонщик или каменщик. Напомним, проект «Пуск» в Горном районе работает второй год. В прошлом году 16 жителей получили на месте новые профессии. У нас есть договоренность с подрядчиками. Получается, Союз Инвест уже заключил соглашение с нами, что будет предоставлять площадку для проведения производственной практики, учебной практики. И ООО «Томтор», он тоже будет строить многоквартирные жилые дома по программе переселения из ветхого аварийного жилья. Там тоже слушатели будут проходить производственную и учебную практики. Что примечательно, данные подрядчики согласны после проведения успешной практики трудоустроить некоторых слушателей, которые успешно прошли практику. Также более 40 частных садов получат республиканскую субсидию, а 6 частных детских учреждений – федеральную денежную поддержку. Сейчас в республике функционирует 47 частных детских садов. Каждое учреждение имеет свою соответствующую лицензию и программу развития детей. Для поддержки работы частных детских учреждений с 2015 года предоставляется субсидия на конкурсной основе. В этом году из регионального бюджета выделено более 106 миллионов рублей. Помимо этого, по национальному проекту «Демография» выделяется финансирование из федерального бюджета, а сумма которого в этом году составляет 37 миллионов рублей. Но в региональной субсидии могут участвовать все предприниматели, которые осуществляют деятельность в сфере дошкольного образования. Это присмотр и уход, но все равно их помещения должны отвечать всем требованиям СанПин, требованиям федерального законодательства. А в федеральной субсидии могут участвовать предприниматели, которые имеют образовательную лицензию. Очередь детей для определения в детские сады большая. По городу Якутску, по некоторым другим муниципальным районам. И наши предприниматели в этом нам очень существенно помогают. И очередь у нас уменьшается. На этом пока вся информация о развитии событий. Смотрите в наших следующих выпусках. До встречи в эфире.